Сейчас перед вами будет выступать доктор химических наук, профессор СЗКМУ имени Мечникова, член Международной ассоциации микронутриентологии США, профессор Владимир Дадалин. Встречаем бурными аплодисментами. Нас не слышно, это Дадалин. Здравствуйте, дорогие коллеги! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я с большим удовольствием в очередной раз приехал в ваш замечательный город. Успел даже побывать немножко в горах, полюбоваться вершинами Алатау и даже подняться вчера на фотокератоновые ванны. Это совершенно замечательно. Я каждый раз испытываю большое чувство удовольствия, вот приезжая в Казахстан, прежде всего, конечно, в Алмату. Очень люблю этот город, давно знаю, лет 20-30 тому назад впервые попал в Алмату, ну и надеюсь на продолжение. Значит, мы с вами поговорим сегодня, такая полуобразовательная лекция. Сначала общая часть, касающаяся значимости природных соединений, но совершенно конкретные названия. А вторая часть будет посвящена двум уникальным продуктам по просьбе организатора конференции, которые представлены уже в Казахстане. Это японская продукция, но мы знаем, что японское качество, японские технологии – это фактически высочайший уровень, и отсюда высочайший уровень доверия потребителей к такой продукции. Мы поговорим о характере действия, назначении и так далее. Значит, мы начинаем с общих вопросов, вот они перед вами. Что такое здоровый образ жизни? Прежде всего, это, конечно, питание, вот вклад здорового питания здесь фиолетовым фрагментом сделан. И второй компонент, о котором я кратко скажу, но обязательно скажу, это физическая нагрузка. Вот она рядом, таким оранжевым цветом представлена. Я с этого начну, правда, очень мало времени на этому будет уделено, к сожалению. У нас как-то, по крайней мере, в России, я думаю, в Казахстане примерно то же самое, физическая нагрузка, считается такой, знаете, типа хобби. А вообще-то говоря, физическая нагрузка должна стать методом профилактики значительного количества заболеваний, не только опорно-двигательного аппарата. Все дело в том, что работающая мышца – это не просто силовой компонент организма, это еще целая биохимия. Во-первых, работающая мышца, развитая имеется в виду мышца, это активизация антиоксидантной защиты организма в целом. Но при этом обязательно организм должен быть обеспечен всеми теми микронутриентами, о которых я буду говорить ниже. Это очень важное сочетание. Далее, физическая нагрузка – это улучшение кровообращения, интенсификация, а следовательно усиление питательных функций, поступление кислорода, поступление носителей энергии, имеется в виду там сахара, жиры и так далее, соответствующим органам и тканям, в том числе в системе мозга. Поэтому физическая нагрузка – это улучшение работы центральной нервной системы, улучшение работы ее высших отделов, улучшение памяти и когнитивных способностей, то есть способности усваивать новую информацию, которая сейчас, как вы знаете, просто гигантское количество. Далее, работающая мышца – это работа лимфатической системы. Медицина много говорит о сердечно-сосудистой системе, сердце, сосуды, артерии, вены, а есть лимфатическая система в организме, очень развитая, которая играет исключительно важную роль с точки зрения детоксикации, то есть очистки организма, удаления различного рода водонерастворимых компонентов, называется гидрофобная. Но лимфатическая система как-то остается в стороне, она хуже изучена значительно. Кроме того, в сердечно-сосудистой системе имеется насос сердца,
а в лимфатической системе насоса нет. То есть функцию насоса выполняют работающие мышцы. Вот об этом тоже не надо забывать. Таким образом, физическая нагрузка – это включение целой очистительной системы организма, вот, которая называется лимфатической системой. Работающая мышца. Ближе? Хорошо. Да. Работающая, да, так хорошо. Работающая мышца – это масса биологически активных веществ. Работающая мышца вырабатывает карнозин. Это такой дипептид, который регулирует синтетические процессы мышцы вообще в организме и массу других продуктов. Там уже в мышце, работающей, сгорает лишний сахар, я имею в виду глюкозу, это особенно касается диабета, мы будем немножко позже об этом говорить. И поэтому диабетики, количество которых нарастает, имеется в виду диабет второго типа, диабет после 40 лет, к сожалению, это частое явление. Обычная физическая нагрузка, даже без препаратов, снижает уровень глюкозы в крови на несколько, до десятка единиц. Поэтому существует рекомендация. Диабетик встал утром, 3 минуты побегал на месте. Причем с изменяющимся темпом. Очень важно. Так что физическая нагрузка – это по существу очень важный компонент здорового образа жизни, естественно, в сочетании с нормальным питанием. Ну, я надеюсь, что в Алма-Ате возможности иметь физическую нагрузку сколько угодно. Пожалуйста, горы рядом, тропы рядом. Вчера мы по глыбам попрыгали вверх, потом вниз, и я очень хорошо это почувствовал. Ну, основные законы о питании. Это равенство энергии, получаемой из пищи, и трат. Равновесие такое, вот в весах, пожалуйста, все это хорошо видно. На самом деле мы с вами получаем энергию в килокалориях, хотя биохимия энергию меряет не в килокалориях, я потом скажу. То мы получаем, если считать в килокалориях, на 1500 килокалорий больше получаем, чем тратим. А те лица, которые ведут сидячий образ жизни, вот, допустим, офисные работники, IT и так далее, еще больше эта разница. Это очень серьезный момент. Здесь опять-таки физическая нагрузка, которая должна быть обязательно регулярной и адекватной, играет исключительно важную роль в поддержании вот такого энергетического баланса. И второй закон науки о питании, который основным является в данном изложении, это химический состав рациона должен удовлетворять всем потребностям организма. Ну, буквально 2 слова. Значит, обычно и так принято, и в каждом магазине каждый может убедиться, на любой упаковке продуктов написано белков, жиров, углеводов, килокалорий. Вся информация. И создается у широких кругов населения представление о том, что только жиры, белки и углеводы. Вот и все. А на самом деле ведь нет. Мы выделяем так называемые макронутриенты. Вот к ним относятся белки, которых нужно потреблять полноценного белка порядка 80-100 грамм. Человека, не занимающийся профессиональным спортом, там другое немножко. Жиры суммарно должны где-то порядка 80 грамм, но очень важно, какие жиры. И обычно речь, если в прежние времена говорили о жидких жирах, то есть маслах, которых нужно было где-то процентов 30 хотя бы, да, и твердых жирах, то теперь мы с вами говорим омега-9, омега-6, омега-3 жирные кислоты, и нужно вот к этой вот классификации привыкнуть. К сожалению, по уровню потребления омега-3 жирных кислот мы живем в условиях примерно 10-кратного дефицита, хронический 10-кратный дефицит. При этом омега-3 жирные кислоты выполняют совсем не энергетические функции. Омега-3, как и некоторые омега-6, являются прогормональными продуктами, то есть предшественники гормональных активных веществ, которые называются в медицине простагландины. Это не совсем правильное название, но тем не менее оно используется. И очень важен баланс между омега-6 и омега-3 жирными кислотами. Это принципиально важно. К сожалению, на это чаще всего не обращается внимания. Сейчас продукты с омега-3 жирными кислотами, биологически активные добавки стали доступными,
и нужно просто грамотно их использовать. Сразу говорим, что все ненасыщенные жирные кислоты нашего базового компонента питания способны провоцировать и участвовать в перекисном окислении, и поэтому, используя любые ненасыщенные жиры, масла, любые даже, и омега-3, 6, и омега-3, обязательно сопровождается все приемом витамина Е в комбинации с витамином С и так называемыми биофлавоноидами, о которых я буду говорить позже. Почему? Потому что витамин Е является антиоксидантом, но любой антиоксидант, гася свободный радикал, сам становится свободным радикалом. Об этом забывать не надо. А свободные радикалы витамина Е, даже природные формы, являются предшественниками токсических веществ, которые называются токоферилхинолы. Витамин С предотвращает образование таких веществ. Поэтому мы всегда говорим об антиоксидантной триаде. Витамин Е природный, не аптечный, я потом скажу, какие различия. Витамин С природный и биофлавоноиды. Что касается углеводов, мы об углеводах сегодня будем говорить. У нас в продукции имеется фукоидан, например, тоже углевод. Это углеводы водорослей. Но в быту, к сожалению, мы с вами под углеводами чаще всего потребляем огромное количество крахмала, кстати, легко гидролизующегося и быстро повышающего уровень сахара в крови, глюкозы в крови, что очень опасно для диабетиков. И непомерное количество просто обычного сахара. Вот по статистике в Европе, в Америке и в России, кстати говоря, потребление сахара, сахарозы в 70 раз превышает норму. Никому в голову не придет 70 раз превысить потребление, допустим, подсолнечного масла. Можете представить, что будет? Вместо одной ложки 70. А сахар и сладкое, нам и торговля это все очень активно навязывает. Это очень серьезная проблема. Отсюда и рост заболеваемости диабетом, и избыточная масса тела при отсутствии адекватной физической нагрузки. Тоже очень серьезная проблема. Поэтому резко ограничить потребление сахара. По мнению одного из крупных неврологов, профессора Маршака, и фамилия у него не случайная, это внучатый племянник Самуила Ильича Маршака, нашего советского поэта детского, который считает и доказал, что сахар является наркотиком, хоть и слабым, но наркотиком, потому что он соответствует всем тем требованиям, которые предъявляются наркотикам. Это совершенно серьезно. Это важный момент. Но кроме макронутриентов, мы с вами должны потреблять значительное количество так называемых микронутриентов. Что значит микронутриент? Суммарная доза примерно 2 грамма. Всего 2 грамма. Сюда входят 11 водорастворимых витаминов, 4 жирорастворимых витамина, ряд витаминоподобных веществ, я потом о них скажу, в эту систему, и примерно 30 макро-микроэлементов, как минимум. Ситуация, у меня больше информации, естественно, по России, но я думаю, что она распространяется и на Дагестан. Прошу прощения, на Казахстан. Значит, вот данные цифровые, которые перед вами, это данные Государственной Думы Российской Федерации, где я принимал участие в работе этого заседания в качестве докладчика, поэтому цитирую, смотрите. Дефицит витамина С. Казалось бы, о витамине С все знают, все хорошо. У 70% населения. Дефицит витамина В9, фолиевая кислота. Тоже примерно такой же уровень дефицита. Посмотрите, дефициты минералов. Железо 20-40%, кальция 40-60%, йода до 70% населения дефицитно по йоду. Казахстан тоже дефицитен по йоду. Вообще все придворные районы, все всегда дефицитны по йоду. Далее, мы об этом говорим. Селен 90-95% дефицитного населения по цинку. Вот эти данные касаются прежде всего города Санкт-Петербурга, поскольку исследования были проведены буквально 2 года тому назад. 100% дефицит цинка. Слышь. 100% дефицит цинка. То есть, понимаете, ситуация очень серьезная.
И она должна быть обязательно изменена. И изменить ее можно не просто питанием, обычным базовым питанием. Сейчас нет таких продуктов, с помощью которых можно было бы восполнить эти, и не только эти дефициты, а только биологически активные добавки к пище. Это единственный путь. Смотрим дальше. Кроме вот этих групп веществ, которые я назвал, организм должен получать еще 20 классов других природных веществ. Миллиграммовая концентрация, десятки миллиграмм, сотни миллиграмм, но тем не менее эти вещества должны поступать. Какие? Это очень важно, потому что без понимания названия этих веществ мы с вами не можем понимать характер продукции, с которой придется, слава Богу, работать. Прежде всего, посмотрите. Флавоноиды, так называемые, окрашенные флавоноиды, антоцианы. Ну вот представлены продукты для того, чтобы сразу представить себе флавоноиды. Пожалуйста, цитрусовые источники являются. Но, к великому сожалению, мы часто даже из цитрусовых недополучаем. Например, тот же лимон желтого цвета. Чем объясняется желтый цвет лимона? Флавоноидами. Где они находятся? В кожуре, которую выбрасывают, естественно. Выдавливают и выбрасывают. А нужно использовать лимон целиком. Вот тогда будет комплекс природного витамина С